عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. Продолжаем, братья, изучение некоторых аятов из Священного Корана. И сегодня у нас в Таравихе будет сура Аш-Шура. Шура – совет. Тридцать шестой аят. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фама утитум мин шайин фамата'у л-хаяти д-дунья, ва ма инда Аллахи хайру ва абқа лилладзина аману ва аля раббихим ятаваккалун». И что бы вы не приобрели, все это лишь имущество мирского. А то, что у Всевышнего Аллаха, оно долговечнее и лучше для тех, которые уверовали в своего Господа и на Него уповали. Аллах говорит: все, что вы приобретаете, здесь подразумевается, приобретаете в этом мире. Что это? Это все мата'уль хаяти д-дунья, имущество, которое вы будете использовать лишь в этом мире. То есть человек, который приобретает в этом мире имущество, богатство, обогащается, что-то покупает или другими путями это ему достается, он ничего из этого с собой не уносит. И ничего из этого пользу ему никакую в ахирате, в следующей жизни не принесет. Если только он это имущество не расходовал на пути добра и блага, на пути религии Всевышнего Аллаха, и помогал беднякам, нуждающимся, или же использовал это имущество в других социально полезных вещах, делах. Все это имущество лишь в этом мире пользу принесет, а то, что у Аллаха, оно лучше и долговечнее, говорит Всевышний Аллах. То, что у Аллаха, то есть то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля уготовил для своих рабов в следующей жизни, оно вечное. Оно никогда не иссякнет, никогда не устареет, не сломается. Оно вечное. А все, что мы получаем в этом мире, оно имеет свой конец. И вот этим аятом Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля призывает нам, разъясняет. С одной стороны, есть это мирское, которое мы можем получить прямо сейчас. И к этому большинство людей стремится. Однако это имеет свойство заканчиваться. Оно непостоянно. И это имущество еще не обязательно, что принесет тебе счастье и радость. Порой имущество человека лишь прибавляет переживаний и горя. А с другой стороны, Всевышний Аллах говорит, есть вечное, которое у Всевышнего Аллаха, и Он уготовил его для своих рабов, для покорных, праведных рабов. И вот этим аятом Аллах говорит: выбирайте. Что вы хотите себе? Вы хотите скорое, быстрое, которую пользу вы в этом мире возьмете, однако этим все ограничится. Этим ограничится. Ты покинешь этот бренный мир, и все, что ты копил, все, что ты собирал, все, что ты к чему стремился, любил,
оно все останется. Или же ты в этом мире проявишь усердие в другом. Ты будешь стараться на будущую свою вечную жизнь. Будешь запасаться именно там, будешь приобретать имущество в той жизни, строить дома в следующей жизни, в будущей. Да? Этот дом приукрашивать и готовить себе там еду. Человек в этом мире выбирает. И Всевышний Аллах говорит, то, что в следующей жизни оно будет, оно, несомненно, лучше для вас. Как мы читаем в суре Аль-А'ля, Всевышний Аллах говорит, вы предпочитаете эту мирскую жизнь. Однако следующая жизнь, она лучше для вас. Она вечная и постоянная. А богатство этого мира, оно закончится. И человеку никакой пользы не принесет. И для кого же эта вечная жизнь, эти вечные блага уготованы, говорит Всевышний Аллах, вот это богатство и имущество, которое не имеет свойства заканчиваться и постоянно приносит человеку лишь наслаждение и удовольствие, оно для тех, которые уверовали в Аллаха. Уверовали в Аллаха, в своего Господа, и уповали на Него. Уверовали, искренне признали, что в этом мире есть Господь, Создатель, Всевышний Аллах, и свою веру подтверждали своими делами и поступками, самым основным которым является упование на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, таваккуль. Ведь именно упование и является признаком искренней и правдивой веры человека. То, как он будет поступать в различных жизненных сложных ситуациях. Это и будет испытываться его упование. И далее Всевышний Аллах говорит, перечисляет качества этих людей, которым Аллах уготовил наилучшую жизнь и вечное богатство в следующей жизни. И говорит, значит, первые они те, которые уверовали и уповали на своего Господа, на Всевышнего Аллаха. Далее, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ. И они сторонятся, избегают больших грехов, кабаир аль-ифм, валь-фавахиша, и мерзости. Большие грехи и мерзости. В первую очередь, что же такое большие грехи? Большие грехи – это поступки, деяния, за которые Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля уготовил определенное наказание в этом мире, или же обещал и предостерег большими мучениями в следующей жизни. То есть ученые дают объяснение большим грехам. Это те грехи, за которые в этом мире, согласно религиозным законам шариату, полагается кара, наказание. Как, например, отрубание кисти руки за воровство. Следовательно, если за воровство предусмотрено такое наказание, значит воровство является большим грехом. Или же в Коране или хадисах приводится, что за этот грех уготовано определенное наказание, определенная кара в судный день и в аду. Как, например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды рассказывая свой сон, как он двинулся с двумя ангелами, и они показали ему людей, которые мучаются сейчас в могиле. Одному человеку щеку разрывали от рта до уха. И когда переключались на вторую щеку, одна щека заживала, то есть она зарастала,
и потом возвращались к ней, и таким образом этого человека истязали и мучили. Второй человек лежал на земле, и ему сверху большим камнем разбивали голову. И когда камень этот, разбивший голову, укатывался, ангел шел за этим камнем обратно, и пока вернулся, лежащая у него голова опять зарастала. И таким образом он постоянно разбивал ему голову. Или же люди, которые находились в печи, подобной тандыру, дно которого широкое, а горлышко вверх узкий. Они постоянно там, огонь то увеличивался, то уменьшался, они там мучились и страдали. Так вот же, когда у него спросили, что это же за люди, первый тот, кому разрывали щеку, это был человек, который был лжец, обманщик. И также тот, который между людьми распространяет ссору. Второй человек, которому разбивали голову, это человек, оставивший Коран. Он его читал, изучал, однако не действовал согласно ему. Тогда и люди, которые находились в печи, это прелюбодеи. То есть мы видим, за определенный грех обещано суровое наказание. Значит, вот эти грехи, которые перечислены, они тоже являются большими грехами. Значит, большие грехи – это те, за которые в этом мире предусмотрено наказание по религиозным законам, и также за них обещано суровое наказание в следующей жизни. И вот Аллах говорит, те, которым уготована наилучшая жизнь, они отстраняются от этих больших грехов, валь-фавахиш и мерзостей. Тут ученые поясняют, то, что большие грехи и мерзости – это под большими одно и то же. Однако, то есть, если отдельно в предложении приведут слово «большой грех», и в другом предложении могут сказать «фавахиш» – мерзость, они являются синонимами. Большие грехи – это мерзости. Однако в этом аяте они пришли вместе, и, следовательно, ученые разделяют к чему влечет человек. Это большие грехи, которые влечет страсть человека, его шахват, его похоть. Большие грехи, мерзости – это тоже большие грехи, однако те, которым человека влечет его похоть. И значит, верующие, которым уготована наилучшая жизнь, они сторонятся больших грехов и мерзостей. И далее وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. И когда они гневаются, они прощают. Мы напомним, да, что мы перечисляем качества верующих, которым Всевышний Аллах уготовил наилучшую жизнь, вечное блаженство, вечные блага. Это уверовавшие в Аллаха искренне, сердцем и подтвердившие это своими поступками, уповающие на Него, люди, которые сторонятся больших грехов и мерзостей. И далее четвертое качество, они, когда гневаются, прощают. Гневаются, прощают. Как в другом аяте Аллах говорит, сура Аль-Имран, «Валь-каазимин аль-гайза», рай, ширина которого равна ширине небес и земли, уготован для верующих, из качеств которых сдерживание своего гнева. То есть, когда люди, невежды, приводят человека в состояние гнева, ярости, значит, внутри все начинает бурлить и закипать, они вот умеют сдерживать себя и являются владеть своим нафсом, своим состоянием. Это у них четвертое качество. Далее, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Пятое качество, они отвечают на призыв своего Господа. То есть, они подчиняются повелениям Всевышнего Аллаха. Аллах Всевышний что-то приказал, они это непрекословно выполняют. Аллах что-то запретил, они не задаются вопросом, почему, из-за чего, для чего, нет. Они говорят «Сами'на ва атa'на», мы слушаем и повинуемся. И выполняют повеление Всевышнего Аллаха.
И далее Аллах Всевышний отдельно привел «Ваакаму ссалата» и выстаивают молитву. Выстаивание молитвы – это также ответ на повеление Всевышнего Аллаха. Однако Аллах отдельно здесь намаз, молитву тоже привел, что указывает. То есть Он сначала сказал, они отвечают на повеление Всевышнего Аллаха, выполняют Его приказы, оставляют запреты, среди которых и намаз также. Однако после общего Всевышний Аллах еще отдельно указал на намаз. Тем самым подчеркнул еще сильнее важность этого поклонения. И намаз, молитва 5 раз в день – это самое важное, да, первостепенная наша обязанность перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И далее وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. И они советуются с друг другом. Верующие советуются с друг другом. Это очень важное качество, дорогие братья. Это указывает на то, что человек, он не должен жить сам по себе и решать свои проблемы лишь сам один. Мусульмане, они как единое целое. Они друг друга поддерживают во всем. И особенно в решении каких-то важных вопросов они вместе к этому подходят. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля даже своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям повелел «Вашавирхум фил амр» – советуйся же с ними в делах. Пророку, наилучшему человеку, Аллах говорит «Вашавирхум фил амр» – советуйся с ними, со своими сподвижниками, со своими окружениями. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно советовался. Если мы посмотрим сиру, да, его биографию, будь то битва при Хандаке, Урва, когда пришла весть, что 10-тысячное войско неверующих многобожников движется в сторону Медины, чтобы покончить со всеми мусульманами, он собрал совет, да, и думали, что же делать. И тогда Сальман аль-Фариси, перс по происхождению Сальман, он сказал: мы в Персии в таких ситуациях ограждаемся рвом для обороны. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принял этот совет, и они вырыли ров, чтобы защититься. И множество таких ситуаций было, когда он советовался. И это пример нам. И также это качество тех людей, верующих, которым уготована наилучшая жизнь, они советуются с друг другом. И если говорить именно о порядке действия, например, человек хочет что-то сделать, да, какой-то серьезный шаг у него в жизни, что-то купить, что-то приобрести, да, или, например, жениться, выйти замуж и так далее. Каков же порядок действий, говорят, в первую очередь человек советуется с людьми. Советуется, узнает, расспрашивает, и да, по истечении совета у него уже появляется определенный вариант, на котором он останавливается. Что вот я приобрету это, куплю это, или женюсь на этой девушке и так далее. То есть после совета, после того, как он посоветовался, он пришел к одному варианту. И после этого что он делает? Второй шаг – это намаз аль-истихара. Это мольба, истихара и спрашивание у Аллаха Субханаху ва Тааля наилучшего и благого. То есть сначала с людьми посоветовался, да, пришел к какому-то одному или к нескольким вариантам из общего, из большого количества, и далее читаешь два раката намаза, в конце которого просишь у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: о Аллах, если данный выбор, данное действие благо для меня в этом мире и в следующем, облегчи мне это. Если же это зло для меня в этом мире и в следующем мире, обереги, защити меня от этого. И далее человек, уповая на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, стремится к этому действию. Если получится, альхамдулилля. Если не получится, альхамдулилля, человек не переживает, потому что он все сделал правильно. Он посоветовался, он сделал намаз истихара, уповая на Всевышнего Аллаха, он не перешел границы дозволенного, не впал в греховные пути, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дарует ему, иншаллах, наилучший выбор. И далее еще из их качеств: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
они расходуют свое имущество из того, чем мы их наделили. Расходуют имущество из того, чем мы их наделили. Садака – это расходование имущества на пути Всевышнего Аллаха, на благих целях. И слово «садака» переводится как «правдивость». То есть вот это действие садака указывает на то, что человек искренне любит Всевышнего Аллаха, и его сердце не связано с материальными благами. И в этом и смысл. Ведь наша цель существования – это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, любовь лишь к Нему, надежда лишь на Него и страх лишь перед Ним. Однако в этом мире много всяких блаженств, которые могут перебить вот это стремление и любовь. Одно из них – богатство и имущество. И человек, когда дает садак, он таким образом очищается от любви к этому мирскому. И в сердце у него, иншаллах, устанавливается таухид, единобожие и вера, любовь к одному лишь Всевышнему Аллаху. Таким образом, это еще одно из качеств верующих. И далее, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. И когда их касается зло, их притесняют, они умеют постоять за себя. Они не дают себя в обиду и не дают в обиду друг друга. Они защищают друг друга, защищают себя, верующие. Это очень важно. Они не оставляют друг друга на погибель, на растерзание. Нет, каждый из них переживает за друг друга. Таким образом, в этих аятах, в суре Шура, Аллах Всевышний перечисляет качества верующих людей, которым уготована наилучшая жизнь в следующем. Какие качества, повторим? Значит, первое – это вера во Всевышнего Аллаха, вера во Всевышнего Аллаха искренне, сердцем, произнесенные словами, и далее человек подтверждает это своими поступками и делами. Второе – они уповают на Всевышнего Аллаха, на Него надеются. Третье – сторонятся больших грехов и мерзостей, не впадают в эти грехи, а если даже впали в меру своей ошибочности, они тут же спешат совершить покаяние тауба. Четвертое – отвечают на повеление Всевышнего Аллаха, то есть живут, строят свою жизнь согласно законам Всевышнего, не переходя границы дозволенного. И особенно Всевышний Аллах выделил это выстаивание молитвы 5 раз в день. Они советуются с друг другом и расходуют имущество, которым Аллах их наделил в благих целях. И также они сдерживают свой гнев, когда их сердца заполняются этим гневом и злобой. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.